страной и за ее пределами собираем передачи автомобилей Нива, Квадрокоптер. Мына кутабашлар возмутились где. Сегодня же я вам рассказывал. Состоялась церемония передачи автомобилей Нива, квадрокоптеров, радиостанций и иной техники. По мнению патриотического сообщества, все это пригодилось бы на войне с Украиной. Пока мы всей страной и за ее пределами собираем... Z-блогеры возмущены. Москва поделилась техникой с Кыргызстаном. Состоялась церемония передачи автомобилей Нива, квадрокоптеров, радиостанций и иной техники. По мнению патриотического сообщества, все это пригодилось бы на войне с Украиной. Пока мы всей страной и за ее пределами собираем гуманитарку на фронт, где-то в России передают МВД Киргизии автомобили, квадрокоптеры и радиостанции. Все для фронта, все для победы. Им нужнее. Ну да, киргизам, видимо, нужнее, чем нашим на СВО. Не ту страну назвали Гондурасом. Передача ко Дню независимости Кыргызстана в рамках соглашения о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Документ предусматривает безвозмездную помощь МВД Кыргызстана в размере 627 миллионов рублей в течение 2024 и 2025 года. Российский президент отметил, что отношения между странами основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества. В рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных структур. Разговоры о дружбе народов мало интересуют Z-сообщество. Народу говорят, все для фронта, все для победы. А Киргизии говорят, вот вам подарочки, возьмите, пожалуйста. А нашим бойцам бабушки с пенсии еще соберут. Даже не представляю, какие аргументы можно подобрать для обоснования передачи важной для выживания России сегодня техники государству, которое, не самое дружественное, а просто пользуется нашей страной. России пора кардинально менять внешнюю политику в отношении всевозможных братушек, потому что вся их дружба только пока Россия платит. Причина столь нервной реакции – регулярная нехватка техники в российской армии. Это шиза какая-то – передавать кыргызским ментам то, на что мы собираем всей страной и чего постоянно не хватает. О том, что в России заканчиваются запасы военной техники, неоднократно сообщали многие международные военные аналитики. ВПК не успевает с производством, и армия уже давно расконсервировала склады с оружием и техникой времен СССР, но и они уже быстро истощаются. Z-блогеры возмущены. Москва поделилась техникой с Кыргызстаном. Состоялась